Добрый день, уважаемые педагоги! Сегодня мы начинаем серию вебинаров о жизни глухих и слабослышащих людей. Сегодня мы с вами поговорим о глухих, слабослышащих людях. Сегодня с нами будет беседовать председатель общества глухих нашей республики, расскажет о деятельности данной организации, о том, что проводится, какие мероприятия проходят на уровне республики и непосредственно в самой организации. Также представит доклад свой Валентина Ивановна Есева, педагог-дефектолог специальной коррекционной школы для детей глухих и слабослышащих, расскажет о таких детках, что они себя представляют, о их особенностях, об особенностях их обучения. Также выступит Светлана Андреевна Уланова и представит программу по работе с такой категорией деток. Хочу передать слово Диевой Елене Нефатовне, председателю общества глухих и слабослышащих нашей республики. Информацию о деятельности Коми-РОВО. Главной задачей Коми-регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих является выражение и защита законных прав и интересов граждан с нарушением слуха и социальная реабилитация и интеграция в современное общество, обеспечение равных другими гражданами возможностей. Деятельность Коми-регионального отделения проводится в соответствии с законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации на основании концепции развития ОВОК. На период 2010 года устава ВОК, плана основных мероприятий ОВОК и Коми-РОВОК во взаимодействии с органами государственной власти, общественными и другими организациями. По реализации программы Республики Коми «Доступная среда» на 2016-2020 году Коми-региональное отделение вносит свои предложения повысить компенсационную выплату на технические средства реабилитации инвалидам по слуху, наладить субтитрирование основных российских каналов телевидения, обучить русскому жестовому языку работников медицинских организаций, утверждение социальной защиты и так далее. Обеспечить профессиональное обучение безработных инвалидов по слуху, неочередное обслуживание инвалидов по слуху, сопровождение перевозчиков, при предъявлении удостоверений в различных учреждениях здравоохранения, пенсионного фонда, паспортного стола. И все же сталкивается с трудностями коммуникации при получении государственных услуг. Но если сравнивать, что было несколько лет и что мы имеем сегодня, можно сказать, что нас стали прислушиваться. Можно увидеть положительные стороны, но до идеала еще далеко. Поддерживание социальных партнерских отношений является важнейшим условием реализации мероприятий, направленных на социальную защиту и поддержку неслышащих граждан Республики Коми. Коми-региональное отделение Всероссийского общества глухих заключает договоры о сотрудничестве, на основании которых и проводятся совместные мероприятия. Главным направлением нашей работы – обеспечение перевозчиками русского жестового языка. При Коми-региональном отделении действует служба перевозческих услуг, которая предоставляет услуги каждому инвалиду по слуху
нуждающимся в этих услугах, соответствующей записи в карточке ИПР, индивидуальной программе реабилитации. В службе переводчих услуг работают 3 переводчика. Коми региональное отделение заключает договор с государственным учреждением регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми по оказанию инвалидам услугами по переводу на жестовый язык. В рамках реализации республиканской программы «Доступная среда» организовано обучение 5 специалистов Центра занятости соцзащиты города Сыктывкара по основам трудокоммуникации в Казанском университете управления. Все они работают в социально-реабилитационных отделениях. Для совершенствования они 2 раза была организована с ними встреча по обучению в офисе Коми регионального отделения. И все же не могут быть профессиональными переводчиками. Главным направлением деятельности Коми в решении вопросов социальной защиты и реализации инвалидов по слуху являлись оказание всевозможной помощи при личном приеме и при обращении со стороны организаций, а также работа с письмами, заявлениями и жалобами заявителей. За отчетный период обратилось 2354 гражданина. Записи по приеме регистрируются в журналах. Наше общество оказывало инвалидам по слуху содействие в реализации их законных прав, льгот, преимуществ получения медицинской и социальной помощи, получение прав на жилье, трудоустройство и так далее. По большинству вопросов решения приняты положительные. По нашим данным, по Республике Коми насчитывается более 800 человек с нарушением слуха. На учете в Коми РОВО на 1 января 2019 года состоят 589 инвалидов по слуху. Из них дети, инвалиды до 18 лет, 91 человек, которые учатся в специальных школах, полуинтернате. Членами являются 438, из них по справкам все 431. Членством охвачены в основном жители городов. Структуру Коми РОВО по уставу на 1 января 2019 года входит 7 местных отделений: Сыктывкарская, Воркутинская, Ухтинская, Сосногорская, Печорская, Тисольская и Усинская. Местных отделений, председатели местных отделений ведут работу на общественных началах, и все они являются инвалидами по слуху. Каждый ведет свою работу в меру своих возможностей, знаний и способностей. Коми РОВО старается помочь председателям наладить отношения с руководством, Центром социальной защиты, населения на местах и с городскими общественными организациями инвалидов и слепых. Общественные организации и ВОС не отказываются предоставлять помещения безвозмездно для проведения мероприятий инвалидам по слуху. За это я им очень благодарна, что внимательны к нам. В Республике Коми, в городе Сыктывкаре, действует специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат номер 4, в которой обучаются дети-инвалиды.
В школе-интернате ведется кружок жестового слова и пения для школьников. Учащиеся выступают на городских праздниках, фестивалях, участвуют на выставках. Среди них есть лауреаты Всероссийского фестиваля. В общем, школа постоянно занимает призовые места. Даже в Сыктывкарском политехническом техникуме получал современную профессию оператора ЭВМ в группе 12 человек. Ну, параллельно они могут овладевать профессией плотника, столяра и другое. В этой группе обеспечены переводчиком русского жестового языка. Слабослышащие поступают и в Сыктывкарский колледж сервиса и связи. Эти учебные заведения организуют и проводят традиционный республиканский национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов различных категорий. Олимпиадах. В нем участвуют инвалиды по слуху. И все же необходимо, чтобы образовательные учреждения были заинтересованы в трудоустройстве инвалидов по слуху. В вопросе трудоустройства по-прежнему одна из самых непростых задач, стоящих перед региональным отделением. Инвалидов по слуху неохотно берут на работу, потому что работодатели не знают, как с ними общаться, или не устраивает их уровень образования. Но слабослышащим легче поступать. Все же слабослышащим легче поступать, чем глухим. По республиканской программе «Доступная среда» Коми регионального отделения ВО 1913 года начали сотрудничать с Центром занятости населения города Сыктывкара по обмену информацией и получению актуальных вакансий для трудоустройства инвалидов по слуху. Была проведена ярмарка рабочих мест для инвалидов несколько раз, но не для инвалидов по слуху. Невозможно. Инвалиды по слуху сами отказываются от предлагаемой им работу. Это разные рабочие, дворные, технические, грузы. Отказываются. В Коми региональном отделении проводится даже определенная работа в решении социальной защиты и поддержки ветеранов, пенсионеров, членов ВО. Они чаще обращаются в ВО и активнее принимают участие в проводимых мероприятиях клуба ВО. Коми региональном отделении научился считать 77 пенсионеров. Среди пенсионеров, ветеранов труда 16 человек. При Сыктывкарском клубе ВО продолжает действовать молодежный клуб «Юнгендланд». Проводит конкурсы, отдых на природе, информационные встречи с председателем, с чаепитием и где обсуждают различные вопросы о трудоустройстве, об образовании, о развитии физкультурно-массовой работы и так далее, и другие наболевшие вопросы. Ну, Коми региональное отделение имеет также тесный контакт с руководством Министерства физической культуры и спорта Республики Коми. Ежегодно по отдельным календарным планам проводятся как республиканские, так и городские физкультурно-спортивные мероприятия среди инвалидов всех категорий. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые слушатели.
Я учитель-дефектолог школы-интерната номер 4 города Сыктывкара. Хочу сегодня поговорить с вами о детях с нарушением слуха. Нарушение слуха у ребенка необходимо рассматривать и его принципиальном отличии от аналогичного недостатка у взрослых. У взрослого нарушение деятельности слухового анализатора приводит только к проблемам устного общения. Нарушение слуха в раннем возрасте влияет на ход психического развития ребенка, вызывает ряд тяжелых вторичных отклонений в развитии, прежде всего в формировании речи. Слух и речь тесно связаны между собой. С одной стороны, нарушение слуха препятствует естественному развитию речи. С другой, нормальное использование слуха находится в зависимости от уровня развития речи. Чем больше потеря слуха, тем сильнее страдает речь ребенка, а при тяжелых нарушениях она вообще не развивается без специального обучения. Потеря слуха в возрасте от 2-3 до 4-5 лет вызывает распад речи, если не были предприняты специальные педагогические меры. У детей старшего дошкольного и школьного возраста в случае потери слуха речь может частично сохраниться, однако без специальной педагогической помощи она постепенно ухудшается. Своеобразие развития детей с нарушением слуха положено в основу педагогической классификации детей с нарушением слуха. Опираясь на теорию Выгодского о первичных и вторичных отклонениях в развитии психики, Боскис Ракель Марховна выделила две основные группы детей с недостатками слуха. Это дети глухие и слабослышащие. В группе глухих отнесены дети, состояние слуха которых не создает возможности для спонтанного формирования речи. В зависимости от уровня состояния речи среди глухих выделены две категории. Это рано оглохшие дети и поздно оглохшие дети. Рано оглохшие дети – это дети без речи, родившиеся глухими или потерявшие слух в период, предшествующий формированию речи, примерно до 2 лет. Поздно оглохшие дети – это дети, потерявшие слух в период, когда их речь была уже сформирована. В отличие от рано оглохших детей, у поздно оглохших детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха, и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть очень различными. При возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Наблюдается быстрый распад речи при потере слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, что может привести к переходу ребенка из категории поздно оглохших в категорию глухих. Следующая большая группа – это слабослышащие дети. Слабослышащими называют детей с тугоухостью. Тугоухость – это стойкое понижение слуха, при котором у ребенка возникает затруднение восприятия и в самостоятельном овладении речью. Однако остается возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искаженным составом слов. Тугоухость может быть выражена в различной степени. От небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей. Первая группа – слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжелое недоразвитие речи. Речь таких детей состоит из отдельных слов, коротких неправильно построенных фраз, с нарушениями лексического, грамматического и фонетического строя. Вторая группа – это слабослышащие дети, владеющие развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе и фонетическом оформлении. Последние десятилетия в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха
Среди глухих и слабослышащих появилась третья группа – группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации. На современном этапе их число неуклонно растет. Таких детей становится все больше и больше. И если обобщить все вышесказанное, на сегодня выделяются уже 3 группы большие детей с нарушениями слуха. Это глухие дети, слабослышащие и дети после операции по кохлеарной имплантации. Ну и глухие дети, в свою очередь, все так же делятся на рано оглохших и поздно оглохших, а слабослышащие, в зависимости от уровня состояния речи, делятся также на 2 категории: дети, имеющие тяжелое недоразвитие речи, и дети, владеющие развернутой фразовой речью. Среди всех этих групп выделяется еще одна особая группа – дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна и полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения, легкая, умеренная или тяжелая, глубокая умственная отсталость, задержка психического развития, обусловленная недостаточностью центральной нервной системы, остаточные проявления детского церебрального паралича, ДЦП, или нарушение мышечной системы. Значительная часть детей с нарушением слуха имеет еще и нарушение зрения, близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими. Также часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. Особую группу также среди слабослышащих, глухих и имплантированных детей составляет группа детей с соматическими заболеваниями, нарушением вестибулярного аппарата, врожденными пороками сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и другими поражениями систем организма. Это дополнительно затрудняет их развитие, обуславливает повышенную утомляемость, нарушение внимания, памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции щадящего режима, как в повседневной жизни, так и на занятиях. И как факт надо сказать, что на сегодня группа детей с нарушениями слуха исключительно разнообразна, что обусловлено сочетанием следующих факторов: степенью нарушения слуха, временем возникновения слухового дефекта, индивидуальными особенностями ребенка, педагогическими условиями, в которых находился ребенок после выявления нарушения слуха. Все, спасибо за внимание. Как видео. Уважаемые коллеги, не вижу вас. Надеюсь, что вы видите меня. Добрый день. Мне сказали, что у нас сегодня работает очень широкая аудитория, и специалисты дошкольного образования, и специалисты школьного образования. И мы сегодня с вами рассмотрим вопрос обучения детей с нарушениями слуха, разработка, подборка адаптированных общеобразовательных программ. И я очень прошу, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, сразу эти вопросы формулируйте, потому что все сказать я не смогу, я скажу только какие-то основные моменты, которые должны знать все. Я так поняла, что сегодня у нас присутствует в аудиториях много педагогов, которые работают с ребятами с нарушениями слуха в инклюзивном режиме, в режиме инклюзии. И, конечно, когда в классе появляется ребенок с такой особенностью, у педагога возникает масса вопросов, масса проблем, и он не знает, куда обратиться с этими вопросами. В первую очередь можно обратиться в наш центр. У нас есть сайт, можно на этот сайт выйти, взять все телефоны, мы с удовольствием на все вопросы ответим. Если будет необходимость, окажем методическую помощь. И, конечно, можно обратиться, я не договаривалась дополнительно, но я уверена, что со мной согласится Валентина Ивановна, которая только что сейчас выступала. Можно обратиться и в 4-й интернат, где очень много специалистов, имеющих большую практику работы с такими детьми.
Что касается образовательного маршрута. Напомню, наверняка многие знают, что первое, что надо сделать, если в класс пришел такой ребенок, а такому ребенку нужны особые условия, и такой ребенок относится у нас к 3 категориям детей, которые в режиме инклюзии имеют право претендовать на тьютора. Не на помощника ассистента, а на тьютора, то есть фактически на 2-го учителя. Так вот, первое, что нужно сделать, когда такой ребенок появляется для создания ему этих условий, отправить его на психолого-медико-педагогическую комиссию, где эту программу подберут, ребенка обследуют, дадут рекомендации учителю. Это может быть любая комиссия. У вас есть право направить родителей, то есть родители сами выбирают, они пойдут на центральную комиссию или на территориальную, или на ту комиссию, которая у вас собирается время от времени. Тут как бы вопрос именно преференции остается за родителями. Итак, первое, нужно обязательно сходить на комиссию. На комиссии родители получат заключение, где будет очень четко определено, какая программа ребенку рекомендуется. Вот сейчас, когда Валентина Ивановна рассказывала о том, как велико разнообразие детей с нарушениями слуха и как от многих вещей зависит подбор программы, я думаю, вы понимаете, что это не одна программа, это несколько. И самое главное — определить, и это определяет комиссия, параллельно со степенью нарушения слуха, кстати, степень нарушения слуха тоже важна, что у нас с интеллектом, что у нас с наличием соматических заболеваний, потому что особые условия должны учитывать эту специфику, эти индивидуальные особенности ребенка, и все это должно быть прописано. У нас сегодня уже есть адаптированные образовательные программы дошкольного образования. Их 2 блока для детей раннего возраста и для детей предшкольного возраста. К сожалению, программы для детей с нарушениями слуха и для детей глухих пока находятся на утверждении, но проект этих программ адаптированных уже выложен в интернет, уже можно с ним ознакомиться. А что касается детей, которые у нас идут в школу, то федеральным образовательным стандартом для детей с нарушениями, с особыми возможностями здоровья и федеральным стандартом для детей с нарушениями интеллекта определены, утверждены, подписаны и рекомендованы большие пакеты этих адаптированных программ. Когда мы говорим о ребенке с нарушением слуха, то, обучаясь в школе, есть 4 основные программы, которые могут служить основой для разработки индивидуальной программы под нашего конкретного ребенка. Это программа, первый вариант программы для детей с сохранным интеллектом. Она разрабатывается именно с учетом вот этого дефицитарного состояния по слуху. Второй вариант программы разработан для детей, у которых тоже нарушение слуха, но у них есть, предположим, в комплекте соматические заболевания. И этот второй вариант программы, он предполагает сохранность интеллекта, он полностью соответствует федеральным образовательным стандартам для нейротипичных детей, но он дает возможность обучать детей с нарушениями слуха на год дольше, то есть пролонгированный период обучения. Это второй вариант. Третий вариант, он предполагает, что у ребенка легкая умственная отсталость, и мы уже тут имеем дело с комплексом серьезных проблем. Кроме слуховых проблем, у нас еще проблемы, так сказать, интеллектуального развития ребенка, и это тоже должно быть отражено в программе. Ну и 4-й вариант программы имеет в виду детей, у которых глубокая умственная отсталость, умеренная умственная отсталость, и при разработке программ, для которых обязательно за основу берется еще и СИПРа ребенка. Такие дети, как правило, имеют уже инвалидность, то есть берется за основу и учитывается в индивидуальной программе СИПРа ребенка-инвалида. Это что касается программ. Итак, на ПМПК дается заключение, где прописана эта программа и по дошкольному образованию, и по начальной школе. С этим заключением мама приходит в школу, и задача классного руководителя — создать эти условия. Законом об образовании написано, что ответственность за выполнение всех рекомендованных заключением условий, всех рекомендаций ПМПК лежит на образовательной организации. Мы очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда мамы говорят: ну вот вы знаете, мы принесли заключение, а ведь вот у нас нет специалистов, вы там написали, что занятия с логопедом, занятия с такими-то специалистами, с педагогом, психологом, вот, и у них нет возможности, вы знаете, никак нам тьютора подобрать. Ну, дорогие мамы, я предлагаю каждому заниматься своим делом. Вашему ребенку
обязаны создать такие условия, и школа должна не искать возможность от этого каким-то образом отодвинуться, а искать возможность выполнить эти рекомендации, чтобы права нашего ребенка в полной мере были сохранены. Очень часто бывают к нам вопросы от педагогов. Вот, например, сейчас пришли вопросы из районов. Я не буду называть районы, и это не совсем связано с нарушениями слуха, но они, в принципе, аналогичны. Мы знаем, что на следующий год к нам придут дети вот, с хромосомной патологией, синдромом Дауна. Мы никогда с такими детками не работали. Что нам делать в этой ситуации? Вот, да, помогите, окажите методическую помощь. Это то же самое, что прийти в больницу, в регистратуру и сказать: вы знаете, у меня что-то болит живот, вот не знаю где, не знаю, что конкретно болит, дайте мне срочно таблетку. Вот на такие вопросы, на такие обращения мы деликатно отвечаем, что, дорогие коллеги, первое, что нужно сделать, чтобы мы могли вам дать адекватное, четкое и полезную рекомендацию, надо определиться с ребенком на ПМПК. Какой вид программ ребенку рекомендует ПМПК, какие условия нужно ему создавать. Потому что даже с одним уровнем нарушения слуха у ребенка может быть такое разнообразие сопутствующих заболеваний, что ему совершенно разные программы надо рекомендовать. С ним работать надо по-разному, делать акценты на разные возможности ребенка. И это очень важно. Вот это первая рекомендация. Когда у ребенка есть такое заключение, мы уже готовы оказать и методическую помощь, и письменную, и устную, и, в принципе, в крайнем случае выехать в эту территорию. У нас такие случаи тоже были, когда мы выезжали и консультировали родителей, консультировали педагогов по конкретным детям. Но чаще всего это случается, когда детки очень сложные, вот, очень тяжеленькие. Но я думаю, что если будет необходимость, мы выйдем и по менее значимому случаю и окажем и методическую помощь и педагогам, и родителям. И для того, чтобы эта адресная помощь была адекватна, опять-таки, надо видеть родителей, надо видеть ребенка, надо учитывать все особенности воспитания его в семье. Потому что в идеале заключение комиссии должно содержать в себе не только рекомендации для школ, но, конечно, рекомендации для родителей. Потому что школы и родители у нас с вами должны работать в едином ключе. Индивидуальная программа, которая разрабатывается для ребенка-инвалида с любыми дефицитарными состояниями, не только с нарушением слуха, она может включать в себя и образовательный блок, и лечебный блок, и блок дополнительного образования, и блок воспитания дома. А если там еще есть у нас СИПР, сами понимаете, то и рекомендации СИПРа. То есть ни на одного учителя мы возлагаем ответственность за обучение нашего ребенка. А в равной степени она должна быть поделена между и образовательной организацией, и, конечно, родители должны принимать в этом очень активное участие. Вот, уважаемые зрители, так получается, что я вас не вижу, кто где сидит и вообще кто присутствует в аудитории. Если у вас есть вопросы, воспользуйтесь, пожалуйста, возможностью, задайте эти вопросы, и мы, возможно, сразу их решим, и вам будет легче работать. Наталья Александровна, как сделать так, чтобы, если будут вопросы, они как-то вот доходили? То есть вопросов пока нет. Наталья Александровна, прошу вас, да. Составьте мне компанию. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги, уважаемые педагоги. Если у вас будут возникать какие-то либо вопросы по данному вебинару, вы можете направлять вопросы на адрес нашего центра, и мы в любом случае постараемся их и адресовать и Светлане Андреевне, решить совместно, и Валентине Ивановне, и Елене Нефатовне, если возникнут какие-то вопросы, и совместно постараемся ответить и оперативно вам отправить информацию, которая будет касаться вот категории данных детей. А на сегодня я так думаю, что мы если закончим. Вопросов нет, в принципе. Да, спасибо большое за внимание. До следующих встреч, так как это первый вебинар, намечена все-таки серия вебинаров, поэтому ждем вас на следующий вебинар с большим удовольствием. До новых встреч. До свидания. И с наступающими праздниками, Да, и с наверное, наступающими праздниками. Потому что мы до праздников уже не увидим наших коллег. Всего доброго. Да, всего доброго.